вот буддийской обществе, да, фундамент – это отношения дети родителям, родители детям. Мана Троиц құрылды Эке Бакширов да ханмен тәзірі сұйылын өккі бөлін Борхан Момы Тускар Царбыр өкчексі жена. Медит, да, всем, дорогие друзья. Сегодня, значит, мы встречаем в нашем хоруре уважаемого гостя из Шри-Ланки, Бханты Ньяна Сингхатхера, правильно? Да, вот, очень сложное имя, с первого раза сложно выговорить. Но самое главное, да, что у нас получилось так вот, что мы долго планировали начало проекта нашего, который направлен на популяризацию калмыцкого языка, калмыцкой культуры, калмыцких традиций. Вот. И начало этого проекта совпало с приездом уважаемого учителя, поэтому именно с точки зрения классического буддизма, поскольку традиция Тхеравады, она берет начало от самого Будды, именно ненаслоенное учение, чистое учение Будды, все слова Будды, которые связаны с его наставлением, 84 тысячи учений, они, соответственно, наш уважаемый учитель, он как квалифицированный мастер, знающий классическое ортодоксальное учение, изложит мнение именно о важности семьи, традиции, культуры, о важности рода и с точки зрения буддизма, с точки зрения учения Будды, с точки зрения дхармы. Вот. И такое начало нашего проекта, я думаю, будет очень правильным, очень таким, то есть хорошо начинать с корней, и, соответственно, самые ближние к корням, к учению Будды, это, конечно, традиция Тхеравада, это классический монах, который содержит уже более 10 лет, там множество лет монашеские обеты, изучает учение Будды, практикует медитацию в этом хруле. Далее, с завтрашнего дня будет еще ретрит по медитации, по классической медитации буддийской. Вот. И кроме этого у нас предусмотрено, да, изучение калмыцкого языка, изучение, точнее, как бы собирание, обсуждение калмыцких традиций, приглашение, будем приглашать много людей из Калмыкии, интересных людей, соответственно, специалистов. Самое, что радует, один из ярких специалистов, знающих калмыцкий язык, калмыцкие традиции, калмыцкую историю. Он сейчас здесь присутствует, это Геннадий Корнеев. Вот. Благодаря ему у нас этот проект как бы и задумывался, и обсуждался, поскольку действительно человек, он практически всю жизнь занимается изучением калмыцкой истории, калмыцких традиций, языка. Лучше специалистов нам, наверное, не получилось бы найти. Сейчас ему немножко пару слов, пожалуйста. Эркін күнті наран ирсын, цуклырчы ирсын, еврян цаган әрілігі, еврян ярбычыдлян әрілігі, ені икі құрылды ирджі, сеткілен тәвіджі, ана икі қолас ирсын, гелінгін келжі қүйгі, соңысқар ирсын ұлыстуғар, ода ендері бидін чингерін сеткілесін цуқтанырды, ачылыл қанылдан медүрік санаты ғайнавдың, енді олқыла сөйлін жүрмөтті йосындан Су борхна номин урсколмудын төг больжы бәжіқы хурыл больжана. Дорогие друзья, я искренне благодарен вам за то, что вы нашли время, нашли возможности, нашли силы прийти сюда для того, чтобы получить несколько необычное учение. Учение о том, как нужно жить в семье, как нужно гармонично жить в обществе, как нужно почитать своих родных, близких, своих предков, родителей и предков и всех остальных. К сожалению, не всегда так получается, что мы, привыкшие слышать какие-то высокие учения, Праджнапарамите, тантре,
мы вообще можем услышать учения подобного рода. Совершенно верно сказал Федор Семенович из Сан-Джилама о том, что действительно это уникальная возможность, потому что Theravada — это самые-самые, что ни на есть, истоки, на которых еще чувствуется дыхание самого Будды. Если говорить об учителе, который сегодня приехал, то это один из невероятных учителей. Это на мой личный взгляд. Почему? Потому что Бханта Ньяна-Сиха Тера родился на острове Шри-Ланка, с которым нас, калмыков, связывает более 130 лет истории. Мы знаем Шри-Ланку в России, знают Шри-Ланку около 200 лет, мы 130 лет из этого тоже знаем этот остров, благодаря тому, что наши паломники, отправляясь в Тибет, База Бакшир, первый был паломник, который начал эту традицию, возвращался через остров Шри-Ланка. Тогда он назывался Цейлоном. И вот с тех пор до настоящего времени, больше 130 лет, мы знаем об этом острове. И именно там родился досточтимый Бханта Ньяна-Сиха Тера. В возрасте 24 лет он принял монашеские обеты и стал полностью посвященным монахом, после чего по поручению или по желанию, прежде всего, наверное, потому что у него были собственные потребности, но и также по поручению, с этим связана еще одна удивительная история, я тоже постараюсь о ней сейчас вкратце сказать. По поручению одного из старших монахов, получивших образование в Советском Союзе в университете РУДН, он прибыл в Россию и начал изучать русский язык. Монаху, как таковому, знание русского языка, наличие диплома в принципе не нужно. Но для чего же Бханта Ньяна-Сиха Тера приехал в Россию? Тогда, как мы помним, это начало 2000-х, еще в обществе идет страшное брожение, еще эзотерика, разные культы, разные традиции попадают, проникают на бывшее постсоветское пространство, некоторые правильные, некоторые неправильные. И наш досточтимый монах решил, что знание русского языка позволит ему доносить многие важные буддийские вещи в их, так скажем, будучи носителем этой традиции. Именно поэтому он принял монашеские обеты, он изучал русский язык. Позже он закончил РУДН, вернулся и в Калмыкии 2 года получал дополнительное образование, магистратуру. Все это было сделано для того, чтобы нести слово Будды для тех, кому оно нужно сегодня из русскоязычной аудитории. И это одно из самых больших, наверное, таких вот крупных достижений для нас, тех, кто сегодня владеет русским языком, находится в прекрасном этом зале. Еще одна важность, которую нужно отметить, это то, что на острове Шри-Ланка буддийская традиция появилась лично при присутствии самого Будды Шакьямуни, который сейчас вот стоит на этом алтаре за нами или перед нами. Будда присутствовал на Шри-Ланке, единственном месте за пределами индийского континента, 3 раза. 18 мест, которые он посетил, сегодня называются Солос-Мастана, или 18 священных мест. И все главное паломничество проходит именно по этим местам острова. Более того, буддийская традиция острова Шри-Ланка 2500 лет развивалась и сохранялась непрерывно. В отличие от многих других стран, где ввиду совершенно разных причин и условий буддийская традиция прерывалась, где-то она приостанавливалась, потом снова запускалась. Мы, кто знает историю буддизма в Тибете, знаем, что во времена царя Вандармы она прекратилась, потом снова возродилась. Это случалось и в Калмыкии, и в других местах. Но в Шри-Ланке, неизменно сохраняя традицию 2500 лет, я думаю, что этот народ имеет огромное количество важных советов, которыми следует сегодня, когда даже президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин утверждает, что важность традиционных духовно-нравственных ценностей является одним из краеугольных камней современного развития российского общества. Мы должны очень четко понимать то, что вот эти традиционные ценности, которые мы сохраняли, которые сохранял народ Шри-Ланки, они все сегодня должны стать не просто достоянием
небольшой группы людей, буддистов, которые здесь находятся, но также всех ваших близких, родственников, друзей, знакомых, вообще всех. Именно тогда общество будет крепким, жизнеспособным. Именно тогда мы можем и со смелостью отвечать на внешние вызовы, и с уверенностью блокировать внутренние вызовы, преображая их, вот как это положено в учении тантры, в благие, положительные потенциалы и в благие, положительные направления развития. Поэтому Шри-Ланка, которая 2500 лет сохраняет непрерывную буддийскую традицию, непрерывную культуру. Буддийский мастер, который является носителем этой культуры, который хочет поделиться ею со всеми нами сегодня здесь. Я думаю, я даже больше чем уверен, что из всего того, что он сейчас скажет, те вот носители традиционной калмыцкой культуры, кто здесь присутствует, они поймут для себя прежде всего то, что это и нами воспитывалось нашими предками в нас. Просто некоторые вещи мы забыли, некоторые вещи мы уже не помним, а некоторые вещи мы держим в сознании, но не часто их оттуда извлекаем. И вот эта лекция, она для того, чтобы все мы поняли, как ценно сохранять нашу культуру, нашу общую буддийскую культуру с огромным количеством людей по всей планете, которые также продолжают, как и мы, трепетно сохранять ее и, самое главное, смело делиться для того, чтобы поддерживать ее жизнеспособность в тех или иных местах. Поэтому большая благодарность вам, Банте, за то, что вы согласились прочитать эту лекцию. Огромная благодарность администрации Троицкого Хурула за то, что предоставили помещение и возможность, самое главное, всех тех, кто сегодня присутствует на этой лекции. И давайте предоставим слово уже самому нашему наставнику. Саманта чаквалису атмантра качханту девата Saddhamma munirajase sunantu sagge mukdham dhamma savane kalu ayam badanta dhamma savane kalu ayam badanta dhamma savane kalu ayam badanta namo tasse bhagavato arahato samma sambuddhase namo tasse bhagavato arahato samma sambuddhase namo tasse bhagavato arahato Samma sambuddhase sabbha passe akurenam kuselasse upasampada sacitte pariyudapunam etam buddhanusasanam ti. Сейчас прозвучали слова священных молитв гат на языке пали, на древнейшем языке буддийского канона, который также неизменно 2500 лет сохраняется на острове Шри-Ланка. Поклонение Будде, Бхагавану, Арханту, полностью совершенному Будде, а также четверостишие из Дhammapada, древнейшего из собраний наставлений Будды, которые говорят о том, что злодеяний никаких не совершая, всецело творя добродетель, полностью укрощайте ум. Это и есть учение Будды. Надо сказать, что язык пали, древнейший язык, язык, на котором Будда сам говорил и который зафиксирован в этих текстах, он точно так же 2500 лет сохраняется на острове Шри-Ланка. Уважаемые сампендама, дорогие буддисты, очень рад видеть вас здесь. Это и вторая лекция в этом теме. Сегодня будет тема лекции «Сила семи и родов буддийской культуры». Да? В прошлом году, когда я приехал в Калмыкию, меня пригласили от Алия. Она пригласила, чтобы прочитать на эту тему лекцию. Тогда я и сказал, когда я приеду в следующий раз, буду прочитать. И в этот раз, когда я
Вот и вчера прочитал. И мне сказали, еще одну лекцию надо о Троицком руле прочитать. И спасибо большое вам, что меня пригласили. Мне очень приятно с вами прочитать эту лекцию. Вот если посмотреть эту лекцию, да, оно тема особенная. Вот я и вчера тоже вспоминал, что вот мне в монашестве где-то 21 года. Но такие темы, такие лекции на таких темах совсем мало. Может быть, один-два. Но на русском точно это и второе. Да? Вчера была первая. И это я читаю так мало. Но на самом деле, если смотреть в Шри-Ланке такие лекции есть. Монахи об этом объясняют. Это очень важная тема. Поэтому на самом деле вам тоже будут очень полезно и очень интересно узнать об этом. Да? Давайте мы в первую очередь посмотрим, да, вот, у нас есть тема. Вот. Первое, да, вот, мы говорим семья. Семья и роду. Да? И что за семья? Как вы думаете? Как вам определить? И что вы чувствуете, когда вы говорите семья? Это самые близкие. Самые близкие вам. Да, самые близкие вам. Еще Родное что-то, родное. родные, родители и так далее. На самом деле, да, когда мы вспоминаем семью, мы вспоминаем свои родные, да, родители, дети, остальные родственники и так далее. Да. Вот Будда дает хорошее определение, особенное определение, кто есть родственник, обета. Будда говорит, висваса параманяти. Висваса параманяти. Кто мы можем полностью доверять, то он и есть родственник. Это значит, вот семья или где есть ваши родные, значит, вы можете полностью доверять. Да? Вот родные, да? Поэтому на самом деле, если взять семью, да, у нас есть родители, бабушки, дедушки, да, и также есть другие родственники, как братья, дочери, да, и дети. Разные родственники у нас есть. Ну, у нас в Шри-Ланке, а также у вас в Калмыкии, мы прочитаем старших. Если, допустим, да, 14-го у нас был Новый год. 14-го Новый год был. Это не только в Шри-Ланке, и в Таиланде, Мьянме, Непале, несколько странах Новый год был. Когда Новый год, мы как начинаем отметить его. Начинаем, да? Оно на самом деле Новый год начинается не как у вас, да? 12 ночью. У нас оно начинается тот день утро. Но оно зависит каждый год, но обычно говорит астрологию какое-то благополучное время, когда начинается новый. Это обычно утром. Когда Новый год наступается, и мы, вы знаете бетел, листья бетел. Но кто были в Азии, наверное, знают, да? У нас есть листья бетел. Это очень традиционная, ну, это традиция наша. Мы возьмем вот эти листья бетел и подходим в первую очередь, если есть бабушка, дедушка к ним, и даем бетел, листья бетел им. А потом мы поклоняем. Мы поклоняем им, как мы поклоняем Будде.
да, а потом идем родители и будем поклониться им, поклоняем им. А потом, если есть там тетя или дядя, к ним. А потом своими братьями, сестрами. Иногда бывает, как это говорить, близнецы, да? Вот, близнецы, да? Если близнецы хоть 1 минута на тебя и старше, вот к нему мы подходим и поклонимся. Это нам немного странно, да? Но это почему? Потому что в семье должно быть уважение друг к другу, почитание друг к другу. Это очень важно. Да? А так, обычные дня, дети, когда идут в школу, либо детский сад, они подходят к своим родителям. И они поклоняют маме и папе. И когда маму поклоняют, вот я вот вначале прочитал дату, да? Это поклонение Будде. А такие же даты есть для мамы и папы. Они каждый день уезжают, поклоняют твоей маме и папе. Откуда эта традиция? Почему она появилась? Вот во время Будды один очень верующий мирянин подошел к Будде и попросил Будды, можно мне дать какие-то реликвии, чтобы сохранить дома. Я хочу каждый день поклониться, делать свое почтение, оказать свое почтение. Тогда Будда сказал, зачем вам реликвии? У вас дома есть 2 ступа. Вы можете каждый день поклониться. У вас каждому человеку дома есть ступа, говорит. Какие 2 ступа у нас дома? Это родители, это мама, да, но на самом деле дедушка, бабушка, это значит, это ступы мама и папа. Тогда получается 4 ступа одной твой. А так, вот насколько уважительно мы должны относиться к своим родителям. Да? Мы должны так почитать. Вот почему-то. Вот если смотреть мама, да, ее любовь, ее забота нам нельзя забыть. Когда мама держала нас в животе, да, она как защищала нас, мы должны вспоминать. Да? Вот есть буддийское понимание, ребенка нужно воспитать не после того, как ее и она, да, или ее или его родился, а до того этого. Это значит, когда она еще в животе или он еще в животе, нужно воспитать. Это габба пилахара называется. Такое понимание с буддизмом. Это значит, в то время мама должна соблюдать обеты, не быть гневными, практиковать доброту, сострадание, держать свою гармонию. Почему? Так мы воспитываем свой ребенок. Все эмоции, которые у мамы появляются, это влияет ребенку. Смотрите, да, она насколько заботится о ребенке. Она не кушает вредные еды.
Она говорит, может быть, ей нравится что-то. Она говорит, ну, нельзя мне это. Почему? Потому что она любит свою ребенку. Дальше пока, дальше этот ребенок в этом мире не появилась, но уже любовь появилась. Уже любовь появилась. Да, у меня есть знакомый монах, очень близкий знакомый монах, нидерландский, из тибетской традиции. Он очень любит свою маму. И он говорит, когда она была беременна, врачи сказали ей, вы не можете родиться ребенку, так как вы можете потерять свою жизнь. Лучше аборт делать. Она сказала, я буду потерять свою жизнь, но все равно буду родиться. И на самом деле оба живы, да, оба монахи, монахини. Но вот посмотрите, любовь, да, и насколько сильная любовь. Да? Родиться ребенку это нелегко. Да, какой боль, да, но все равно маме готовы этому любовью своих детей. Когда дети появились, у семьи появляется огромная забота к ним. Да. Папа и мама, они оба заботятся. И они нас воспитали, дали обучение, образование. Да. Не только образование. И что мы умеем сейчас делать, это все делали родители. Нам нельзя забыть это. Когда мы были дети, мы постоянно спрашивали, мама, и что это такое? Папа, и что это такое? Они все нам учили. Но сейчас мы иногда можем забивать. Нельзя забыть. Нельзя забыть. Вот иногда больно слышать. Некоторые дети, они спрашивают у родителей, ну и что вы делали нам? И что у меня есть, это все я сам добился. А что вы нам делали? Родители молчат. Почему молчат? И что сказать, и что делали? Они научили нам стоять. Они научили нам сидеть. Они научили нам разговаривать. Они научили нам кушать. И что мы умеем, это все они научили нам. Вот. Поэтому на самом деле у нас есть огромный долг к родителям. Огромный долг. Может быть, есть дети. Да, все родители, конечно, не одинаковые. Да? Есть дети, которые иногда действия бросали улицы. Бывает, родители, у них какие-то плохие привычки. Допустим, да, пьют, курят. Поэтому достаточно любовь, забота иногда дети не получают. Как вы думаете, тогда у нас мало долг родителя? Или остается долг такие вместе? Остается так долг. Почему остается? Вот самая главная причина. Почему у нас есть долг родителя? Потому что они дарили нам жизнь. Вот в буддийском обществе, да, фундамент – это отношения. Дети родителям, родители детям. Иногда мы забываем, что это такой редкость. Мы думаем, мы видим везде люди, да? Я тоже родился человеком, ну, это как будто не так редко. А на самом деле это очень редкие возможности. Будда говорит, если мы возьмем родителей
на плечах будем они заботиться весь жизнь. Все равно наш долг нам не отдать. Ну, можно отдать. Как отдать? Мы можем помогать им развивать их благие качества, которые им помогают садиться в любом месте. То вот только так мы можем отдать наш долг. Вот вы знаете, да, вот в буддизме есть анантария камма. Анантария камма это есть, если ты совершил, исправить в этой жизни нельзя. Какие они? Помните? Убийство отца. Убийство отца, убийство мать, убийство арахат. Арахат это посвященный человек, да. Или ранит, убить нельзя Будду, но можно его ранен делать. Ранит Будду. Или делать Раскол монашества. раскол монашества. Раскол монашества. Вот 5 видов самые большие плохие камма, которые можно человеку делать. От них 2 родителей. От родителей. Поэтому мы должны понимать, у нас есть кармический связь родителя. Мы должны это понимать. И вот в буддийской обществе, да, фундамент это отношение дети родителям, родители детям. Если вы родители, вы должны понимать, вы уже ступа для детей. Это вы не просто, да, вы уступ для детей. Дети могут вам поклониться. Для детей вы есть пример, кого можно следовать. Поэтому не забудьте это. Не забудьте это. Вот я вчера тоже рассказал. Я наблюдал в монастыре, когда дети придут в монастырь, особенно маленькие дети, они вот, ну, бывают всякие, да, вот, допустим, да, даяние делают, либо какую-то пуджа делают, тогда вот миряне принимают 5 обетов, а потом какие-то даты читают. Ну, это все по-разному люди делают. Когда принимают 5 обетов, некоторые голову поставить на пол. И так поклоняют и принимают обеты. Некоторые руки поставить на голову. Некоторые руки поставить здесь. Некоторые здесь. Некоторые громко произносят гата. Некоторые тихо. Некоторые вообще как умом читают. Да, не произносят гата. Как вы думаете, что дети делают? Те дети смотрят вокруг, что другие делают. Допустим, да, иногда я наблюдаю, допустим, медитация начинает. Все с закрытыми глазами. Ребенку непонятно, что делать. Ребенок не закрывает глаза. Он наблюдает и смотрит, другие что делают. А потом следует. Кого следует? Ходите. Не важно, да, другие что делают. Ему важно, что мама делает, что папа делает. Поэтому на самом деле, да, мы можем детьми учить культуры. Да? Для детей очень важна любовь, забота. Но на самом деле самое главное, это для детей нужно пример, кого следовать. Да? Кого следовать. Вот есть Сингаловада сутта, один сутта очень известный сутта в палеском каноне, да, где
Будда описывают отношения родителей, дети и супругу, да, и вот учители, ученики и так далее. Да? Там вот Будда говорит, у родителей есть 5 обязанностей, которые они должны выполнять для детей. Первая обязанность – это защищать свои дети от порока. И чтобы всякие неправильные дела они не делали. Вот вы можете сразу вспоминать алкоголь, наркотики. На самом деле не только это. Не только это. Допустим, да, если ребенок чего-то воровал, чего-то висел, если вы его заметили, вы должны сказать, нельзя так делать. Сын, надо это обратно отдать. Нельзя так делать. Если бы этого родители не делал бы, ребенок думает, это нормально. Какой характер у ребенка развивается? Плохой характер – это уже порока. Это уже упадок ребенка. Иногда бывает, ребенок может чего-то ложь говорит, или грубые слова говорит, кого-то критиковать, ругать. Тогда мы, родители, должны сказать, нельзя так делать. Нельзя так делать. Надо беречь их. Защищать надо. Вот как мы защищаем. Мы на самом деле думаем, защищать надо от яда, либо от покойки. Они могут упасть, да, или в аварию попасть. Это тоже так. Это понятные дела. Но очень важно их беречь от таких пороков. Понимаете, да? И нам их не видно. Вот. Это правда ли, я не знаю. Вот есть очень известная такая история. Один человек совершил много воровства, потом его поймали, а потом судили его, в тюрьму оставили. И тогда он говорит, неправильно, и что только меня отправили в тюрьму. Мама, это ты тоже должно быть здесь со мной. Когда я первый раз взял ручку из школы, ты меня не ругала. Ты меня не критиковала. Это значит, тогда он понимает, что эта ошибка мог бы исправить. Но когда надо было исправить, когда этот ребенок был ребенком, маленьким. Вот посмотрите, да? Поэтому вот Будда говорит, их надо защищать от порока. И второй, надо доброту поддерживать. И что это значит? Если ребенок говорит, мама, дай мне денежку. Я хочу, вот у меня есть друг бедный, у него нет. Я хочу ему дарить. Вы что должны сказать? Не надо. Не так. Надо поддерживать это. Ребенку надо поддерживать. Надо сказать, это очень хорошая привычка. Это доброта, это щедрость. Ты молодец. Это не у каждого появляются такие мысли. Иногда вот ребенка появляется сострадание, хочет помогать кому-то. Надо поддерживать его. Надо рассылать, надо так. С ними можно идти, допустим, да, в монастырь. Вместе поклониться Будде. Почему у ребенка появилась вера? Зачем вера? Как вы думаете, зачем нам вера? Вот вы помните, я вам сказал, ребенку очень важно пример, кого нам следовать. Это нужно только для детей или нам тоже нужно? Нам тоже нужно. А нам кого следовать? Вот есть Будда.
Да, если мы понимаем качество Будды, да, и тогда у нас появляется вера. В мире не только есть зло, хитрость, эго, да, гнев, жадность. Есть другие качества. Есть люди, которые совершили этими качествами свои просветления, достигли просветления. Я могу их следовать. Вот поэтому нам нужно вера. Поэтому вот можно ребенком, да, практиковать такие какие-то духовные практики. Короче, их надо поддерживать. Доброты, да, и добрые дела надо поддерживать. Третий, это их надо дать обучение. Это вы хорошо делаете. Образование надо дать. И подходящее время надо организовать брак. Да. И свои наследие, да, правильно? Наследство, правильное время их надо отдать. Это вот обязанности родителей. А также есть 5 обязанностей у детей к родителям. Какие? Первый обязанность у детей – это надо о родителей заботиться. Они меня кормили, дали образование, заботились обо мне. Я тоже должен о них заботиться. Это первый обязанность. Поэтому вы должны позвонить родителям часто, вы должны нависать, да, родителями. Раньше, на самом деле, родители и дети одной доме жили. Сейчас общество немного изменилось. Вы постоянно должны заботиться о них. Им хватает ли еда, им нужно ли лекарства, да? Вот. Нужно ли новые одежды. Вы должны заботиться о них. И у них есть свое, и второе, это у них есть всякие свои дела. Да? Вы должны эти дела выполнять. Может быть, больницу надо идти, да? Может быть, какие-то другие встречи. Разные у них другие дела есть. Их надо выполнять. Третий, есть семейные хорошие традиции. Дети их должны продолжать. Дети их должны продолжать. Четвертый, на самом деле, четвертый, помните? Пятый, когда они умерли, мы должны передать им сословие. Поминки должны делать. Четвертый, мы должны быть достойными наследства. Это значит, не просто висеть наследствие, да? Мы должны быть достойными это. А вот 5 обязанностей у детей или родителей. Вот посмотрите, да? Будда насколько подробно объясняет связи детей и родителей. Почему? Потому что это так важно. Это так важно. Поэтому на самом деле в буддийской культуре родители – это особенные люди. Не просто какие-то люди. Некоторые дети говорят, думают, я же не попросил, чтобы, как это говорят, меня родить. Они же меня родились. Да? Пусть заботятся. Как вы думаете? Это правильно? Нет. Это на самом деле наши глупости. Мы не понимаем сансар. Если бы мы здесь первый раз появились,
ми до этого не было бы. Ну, правильная логика. Но на самом деле это не так. Мы были до этого где-то. А где мы были? Будда говорят, божество бывает 4 рядок. Либо мы были в животном мире, либо мы были голодным, где голодные духи, либо мы были где злые духи, либо мы были в аду. Людей на самом деле в человеческом мире их совсем мало. Немного. Да, мы на самом деле думаем, да, это сейчас где-то 8 или 7, нет, 8, наверное, где-то миллиардов людей. Мы думаем, 8 миллиардов это очень много. На самом деле, вот где-то, да, я не знаю, у вас как, у нас вот можно вот в таком помещении муравьи найти 8 миллиардов, наверное. Всякие насекомые, сколько мы не знаем. И сколько комарей. Всякие другие животные. Их очень-очень много. Но Будда говорит, вот эти существа, которые живут в земле, не думайте, говорит, их много. Их мало, говорит. А где много? Аду. Нет, до этого много существа. Говорит, океаны, всякие водные существа, их дальше прочитать нельзя, говорит, огромное количество. Это всякие существа океаны, говорит. Будда пример говорит. Можно, говорит, взять, вот и сколько есть растений, деревьев в земле, их можно, говорит, все отрубить, собрать и делать маленькие кусочки. Допустим, да, одна дерево взял, отрубил, разделили маленькими кусочками, вот такими. Да, и сколько получается? Тоже, наверное, где-то миллиардов, не знаю. Да? А вот все деревья, все другие вот эти, что можно так отрубить, все деревьев, лианы, наверное, все. А потом надо, говорить, взять одну рыбу из океана, одно водное существо. И поставить надо, говорит, одну вот такое, да, это деревяшку. Все деревяшки закончатся, говорит, там существа не закончатся. Насколько водные существа, вот мы там были. А потом Будда говорит, не думайте, говорит, что там всякие водные существа или вот это существа, которые живут в земле, всякие животные, много. Почему? Голодных духов будет. Голодных духов больше. Насколько много, говорит, голодных духов, не надо, говорит, думать, что животные много. А голодных духов, если сравнить с существом в аду, их мало, говорит. Но если вам это понятнее сказать, в аду раздаемость, правильно я говорю, да? Раздаемость очень высокий, но и смерть очень низкий. Если там родился, он можно жить миллионы лет, но не умирает. Поэтому на самом деле там много. А где тогда мало? Мало это люди. Мало это божества. И совсем мало. Нам повезло. Почему? Нам были какие-то благие кармы, и у нас были места в человеческом жизни, человечестве. Благодаря кому? Благодаря нашим родителям. Как вы думаете, да, вот есть бараны, коровы, да, собаки, кошки. У них нет никакого благого кармы, который могут дать рождение, родиться человеком.
У них есть. Просто в человеческом мире нету возможности. Поэтому они не могут родиться. Понимаете, о чем я говорю? Нам повезло. Поэтому у нас есть долг родителей. Мы должны это выполнять. Да. И вы тоже нельзя забыть, что вы родители. Если вы родители, да? Насколько важно быть мамой или папой. Я это просто объяснил вам. Сейчас дети родители. Но в семье еще есть супруг и супруга. А у них тоже есть связь, да? Вот, и вчера я немного посмотрел интернет. Интернет я посмотрел процент браков и развод. Альмики, сколько процентов у нас разводов? На 100 браков и 110 разводов. Это много. Это много. Это значит, на 1000 браков 1010. Да? Да. На 100 и 101 разводов. На 1000 браков 1010 разводов. Это очень много. Как вы думаете, вот в Шри-Ланке, а у нас есть квота, на 100 браков 1,05% разводов. 1,05% разводов. Это значит, у нас какие-то другие люди живут. Почему они не разводятся, да? Они женились, подходит. Почему? Мне кажется, обострение другое, понимание другое. Дети другое. Почему? Потому что вот общество тоже влияет. Общество тоже влияет. Когда у людей появляется такое мнение, да, такое понимание, могу разводиться. Это очень плохо. Это очень плохо. Когда немного не подходит, появляются мысли, надо разводиться, не подходит. Это плохо. Плохо. Вот я говорю, стать монахом, либо или жениться, да, это почти одинаковые решения. Значит, если человек решил, надо решить навсегда. Если ты решил стать монахом, это навсегда. Ну, бывает, да, во время Будды тоже были такие случаи, да, расстрелялись. Но это, когда они не могли делать. Но, когда вы принимаете это решение, жениться, это должно быть такой уверенность. Такую уверенность. Я хочу жениться, буду с ним жить. Это навсегда. Будет горе, будет счастье, мы будем вместе. Да? Когда человек выбирает жену или муж, должен смотреть не внешний вид. Внешний вид тоже, наверное, важно. Но главное духовность внутри. Его внутренние качества. Это очень важно. Нас и вот этого внешний вид, мы его теряем очень быстро. Очень быстро. Это года 2-3, мы совсем другие. 5-10 мы не те люди. А потом вот, пошел 40, можно смотреть, да, когда были 20, когда были нам 20, это совсем как будто не мы. Очень быстро все изменяется, поэтому надо смотреть внутри человека. Такие должны выбирать кого-то.
Если мы выбрали кого-то жениться, это навсегда. Это навсегда. Почему? Почему люди, вот, как я думаю, да, это мое мнение, да, почему люди так быстро разводят? Да, потому что они думают, мне этого человека не подходит. А почему раньше не разводились? Вот я с пожилыми людьми, калмыцкие, да, я поговорю, они говорят, такого раньше не было. Почему такого не было? Будто говорит очень, будто дает очень хорошее учение. Будда говорит, нанатта кая, нанатта санни. Все существа, каждый человек, все существа, они в внешнем виде разные, и у них внутренний ум, да, ум тоже разный. Что значит, человек в внешнем виде тоже не бывает полностью одинаковый. И внутренний тоже не бывает. Они разные. Вот вы хотите найти своя и вторая половина. А потом думаете, вот я нашел этот подходящий человек мне, он меня понимает, он меня любит, и вот вы женились. А потом вы не хотите изменить свой характер. Вы думаете, он же меня знает. Он меня принимает, как я есть. Как вы думаете, это правильно? На самом деле нельзя так. Нельзя так. Мы должны себя изменить. Мы должны себя изменить. Как мы должны изменить себя? И чтобы подходил другому человеку. Мы должны его изучать, наблюдать, и что он любит, и что он не любит, и что ему нравится, и что ему не нравится. Раньше наши предки это делали. Почему? Они, когда женились, они были незнакомыми. Они хотели познакомиться человека. И была только такая обстановка. Они изучали, наблюдали. И годами, да, они подходили друг к другу. Посмотрите, да, где ошибка. И мы, вот если у вас дети собираются жениться, им объясните это. Объясните это, и что? Надо найти неподходящий человек, да? Ну, конечно, надо какой-то себе подходящий человек найти, но нету никакого гарантии, он будет тебе подходить. Мы просто должны себя изменить, чтобы подходить. А когда мы начинаем другого человека изменить, конфликты начинаются. И будто говорит, у супруга есть 5 обязанностей, которые она должна выполнять супруг. Муж жене. Муж жене. Жена муж, да? У жены какие обязанности? Вот. Первая обязанность жены, она должна порядочно, чисто делать домашние дела. Она должна это выполнять свои обязанности дома. Она должна готовить вкусно, чисто быть дома. Это очень нужно. Это ее обязанность. На самом деле, когда Будда дали эти советы, те времени, что общество было другое, мы это тоже должны понимать. Тогда женщины не работали. Да, они были дома. Но сейчас, после мне кажется,
больше домашней обязанности придет женщине. Да? Они действительно вместе надо выполнять, но больше обязанностей все равно, мне кажется, идет женщине. Почему? Они некоторые вещи хорошо понимают. Не как мужчины. Да? Вот первые обязанности, которые, короче, если сказать, первая обязанность, это домашние дела делать правильно. И второе, когда домой придет гости, может быть родственники, может быть друзья, их надо хорошо принимать. Их надо хорошо угощать. Это обязанность жены. Допустим, да, придет домой свой друг, да? Она его не принимает хорошо. Либо придет какие-то родственники, она их не принимает хорошо. Обязательно следующий шаг – это конфликт. На самом деле не только, да, домой надо принимать. Если они где-то в другом месте живут, то все равно надо хорошие отношения вести. Это и второй обязанность. Третья обязанность, когда муж принесет домой деньги или какие-то имущества, да, которые он зарабатывает, жена, надо их правильно тратить, надо их защищать. Защищать надо. Защищать надо. Четвертый. Нет. Да, какой-то один я забыл. Обои должны быть доверенными. Да, жена тоже должна быть верной. Муж тоже должен быть верным, да. Вот, жена должна быть верна мужу. Это четвертый, да. Что-то я забыл. Когда я вспоминаю и скажу. Пятый, она должна уметь всякие домашние дела делать. Первый, это была, она должна порядочно домашние дела делать, да? И второе, домашние дела разные. У нее должно быть умение домашние дела. Бывает, да, допустим, да, раньше сказали на самом деле, да? А ты должен вот этого научить. Ты должен вот этого научить. Тебе пригодится это. Допустим, жить, да, или готовить. Всякие разные дела. А у нее должно быть эти умения. Если жена этого не умеет, то плохо. Вот так 5 обязанностей. А муж тоже есть 5 обязанностей. Какие обязанности? Первая обязанность, он должен похвалить ее, наверное, если я правильно перевожу. Это значит, должен приятные слова говорить ей. Допустим, если она готовила или что-то делала, надо оценить его. Это первая обязанность мужа. Если муж это не делает, это нехорошо. И второй, не надо унизить ее. Это очень плохо говорит. Унизить нельзя ее. Ты такая, вот у тебя вот родственники такие, или у тебя образование такое. Я не знаю. Нельзя унизить их. Это второе. Третий. Он должен быть верным ей. Верным ей. Доверие ее надо сохранить. Это третий. Четвертый. Полномочия дома надо дать ей. И что это значит? Дома власть должна быть у нее. Это четвертый. Пятый. Он должен покупать ей всякие украшения, красивые одежды. Это пятый. Посмотрите, да, это говорит Будда.
мы на самом деле думаем, да, вот Будда сказал только отречение, да? Нет, дальше, чтобы мирской сезон развивалась, тоже дал Будда учение. Это очень хорошее учение для мирян. И чтобы просто послушать и понимать, какие обязанности у меня есть. А так мы просто ждем от другого. Она не исполняет вот ее обязанности, она неправильная, она такая. И она говорит, жена говорит, он не выполняет свои обязанности, он такой. На самом деле так нельзя. Должны оба друг другу помогать, уважать, любить, заботиться. Это очень важно. И надо выполнять свои обязанности. Да. А также дома. Дома, если не будет деньги, да, если дома не будет деньги, нужный уровень, это следующая проблема. Следующая проблема. Поэтому должно быть достаточно деньги дома. Для этого что надо делать? Будда говорит, 6 причин, которые могут мы потерять деньги. Да? Первый – это алкоголь или всякие наркотики. Если люди привыкают к этому, использовать алкоголь, курить, принимать всякие наркотики, дома деньги не будут. Потом, допустим, да, люди этому привыкают. Когда они начинают, они на самом деле так не думают. Могут, допустим, да, молодые, раз в месяц немного пить. Когда 30, уже раз 2-3 дня, недели. А потом каждый день пьют. Сколько тратить деньги на это? Непонятно, да? А дома еда не хватает. Для детей нужно всякие вещи купить, но дома деньги нет. Почему? Уходит для алкоголь. Вот первая причина, почему нет дома денег. И второй, это если посещает всякие парты, мероприятия постоянно, да, вот каждый день найдет где-то парты, да, вот, где танцевать можно, где послушать музыку, там друзья собираются, тогда дома деньги не будут. А третий – это неправильное времени. Как правильнее сказать? Прогулки неправильные времени. Бывает, да, допустим, да, нужно вечером погулять можно, утром погулять можно, днем погулять. Некоторые могут гулять вот 12 ночью, час ночью. Если люди начинают так в городе идти гулять, с друзьями встретиться, это очень плохо. Этими он оставит свои жизни опасными. Своя жена, дети оставит опасными. И его могут обвинить, чем он не занимается. И Будда говорит, это один причина ухода. Деньги, говорят. Деньги не будет дома, говорят. Четвертый – это азартные игры. Если человек привык к азартному игру, это очень плохо. Это очень плохо. У него не будет никаких денег. Да? Следующее – это неправильные друзья. Неправильные друзья. Есть 4 вида друзья. Они не друзья. Они не друзья, но мы можем их воспринимать как друзья. Или как друг. Первый
есть такой человек, на Бали говорит, аньядаттахара. Он придет к вам, когда ему нужно что-то. Он что-то немного принесет, и чтобы много чего-то взять. Если он возьмет чего-то, не отдает вам. Он играет роль друга, но на самом деле он не друг. Вы должны его узнать, он не друг. И второй, есть друг Ватипарма говорит. Ватипарма это значит, он на слова помогает вам. Это значит, он помогает, он может так и сказать. Ой, знаете, да, раньше у меня так много денег было. Если ты была бы в то время, я сол тебе я бы отдал. А сейчас у меня его нет. У меня раньше была это, сейчас нет. Была бы я отдал бы тебе. Либо они могут сказать, когда меня будет, я сделаю тебе. Но реально ничем не помножит. Они могут помогать слова. Вот и второй. Третий. Ануппиябани. Ануппиябани это значит, он рядом с тобой тебе похвалит. Твои хорошие дела тоже похвалит. Когда чего-то ты говоришь неправильно, тоже он тебе похвалит. Да. И когда тебе нет, он тебе критикует. Это тоже не друг. Это тоже не друг. Вот четвертый друг есть. Но он тоже не друг. Он как это говорит, играет роль друга. Вот с ними и этот неправильное время гуляет. Он опасается. Он поддерживает всякие неправильные поступки твои. Он может тебе пригласить пить алкоголь, попробовать всякие наркотики. Да, или, не знаю, вот такое время ночью гулять. Не знаю. Они не друзья. Они тебя, вот с тобой они могут быть. Да, вот, они могут даже деньги дать тебе. Допустим, да, есть некоторые люди, допустим, да, можно у них спрашивать деньги. Вот у меня ребенок болеет, можно, а дальше немного деньги. Либо у меня лекарство надо купить, а дальше ты, пожалуйста, немного деньги. Они этого не дают. Но когда говорят, купи мне пиво, покупают. Либо приглашает, давай мне пьем водку. Это значит, он потратит свои деньги на это. И мы думаем, ой, какой хороший друг. Они не друзья. Они не друзья. Мы должны узнать, почему мы должны узнать. И чтобы не испортить свою жизнь. Если вы помогаете им, можно помогать. Тогда вы станете другом ему, но вы не принимаете их как друзья. Понимаете, о чем я говорю? Вот есть хорошие 4 вида друзья. Да? Первый друг, он упакараки. Упакараки это значит, постоянно тебе помогает. Если ты попросишь чего-то, да, тебе помогай. Это хороший друг. Хороший друг. Мы должны оценить его. Мы должны беречь его. Он хороший друг. И второй хороший друг, он сама сука-дука называется. Он, когда у тебя горе, когда у тебя части, всегда с тобой он был. Не только когда у тебе хорошо. Когда тебе плохо, он все равно с тобой будет. Если у вас есть такие люди, берите их. Они хорошие люди. Должно быть, они с вами рядом. Мы иногда их потеряем из-за плохих людей. Третий друг, он на самом деле
мы можем их принимать иногда не как друга. Почему? Они могут критиковать нас, ругать нас. Когда они видят какая-то ошибка нас, они могут показать, не делай так. Это тебе потом будет плохо. Они могут критиковать. Дают хорошие советы. Это друг. Будто говорит, если есть такой друг, если он покажет свои какие-то недостатки, ты это принимай, как будто он покажет сокровище тебе. Да, мы иногда обидимся, да, вот, ой, он меня критикует, и обидимся. На самом деле, надо принимать его совет, как будто он покажет нам сокровище. Да. И четвертый, последний друг, он относится к нам со состраданием. Вот. Поэтому, если есть такой человек, допустим, да, плохой человек, мы можем его характер видеть, но мы можем со состраданием к нему относиться. Понимаете, да? Мы со состраданием к нему относимся, но его не надо принимать как друга. Не надо дать, чтобы он влиял на тебя. Если ему нужна помощь, если ты можешь как-то помогать, состраданием можно помогать. Вот Сергей бывает, да, вот посмотрите, да, почему деньги не будет дома. Вот шестой я вам не рассказал, вот пятый рассказал. Шестой это люди станут ленивыми. Как это правильно сказать? Сонливость. Из-за этого они не трудятся, они не работают. Они, будто говорит, они могут говорить, думать так. Вот сейчас слишком рано. Я это вечером думаю, делаю. Да? Вечером думает, говорит, сейчас слишком поздно. И думает, говорит, сейчас хочу этого делать, нужно вот это дело сделать, но слишком холодно. И либо думает, говорит, надо это исполнять, но сейчас слишком жарко. Либо говорит, мне голодно, ужас хочется, поэтому не могу исполнять. А потом говорит, я слишком хорошо поел, и сильно поел, сейчас не могу исполнять дела. Так они постоянно откладывают свои дела, говорят. Вот это лень влияет семьи. И семьи деньги может не быть. Либо у вас есть деньги, вы должны его хорошо использовать. Он будто говорит, если у вас есть деньги, с них можно разделить. Да? 1 час это для употребления. Это значит кушать, или заплатить за электричество и так далее. Да, это, или употребление. На самом деле, больше надо говорить, использовать деньги для саморазвития. Саморазвитие, это значит, как инвестиция, да? Инвестиция. Как инвестиция. Для этого и надо говорить, больше деньги потратить. Если вы занимаетесь, допустим, если вы учитель, да, вы должны какие-то другие знания получить, ваша квалификация поднимать, вы должны заботиться о своем здоровье, допустим, йогу можно заниматься и так далее. Для этого надо говорить, потратить много денег. Еще денежку обязательно надо оставить на черный день. На черный день. А в другом месте буду говорить, мы должны деньги
разделить и потратить, надо вот эти дела, это для в этой сезоне. Да, и чтобы была благополучие в этой сезоне. Еще надо думать говорить на будущей сезоне, на сансаре. Поэтому можно говорить, какие-то часть деньги потратить на благотворительность, другими помогать, делать даны, практиковать щедрость и так далее. Оно остается, говорит, вам на сансар. Но вот хорошо, вы как раз верующие, вы должны хорошо понимать, когда мы чего-то отдаем, мы должны понимать, и сколько мы можем отдать, и сколько мы можем потратить. Да? Вот на русском говорят, да, надо отдать, насколько не жалко. Да? На самом деле, вот эта щедрость, оно должно потихоньку развивать. А также мы должны действительно думать, сколько-то на черный день оставить. Поэтому, на самом деле, вот эта лекция особенно мы постоянно говорим, вспоминаем, да, насколько важно качество щедрость и сколько опасна жадность. Да? А также будто некоторые места объяснил, да, как мы можем наши семейные сезон поднимать. И вот тоже мы должны понимать, да, как раз вот когда Будда вспоминал обязанность жены, Будда же и сказал, да, ее обязанность это правильно использовать деньги. Правильно использовать деньги. Если она будет просто тратить деньги, это неправильно, она должна думать о будущем. Вот посмотрите, да, насколько связано, и чтобы была гармония семьи. Гармония семьи. Когда мы думаем, да, силы семьи и родов, мы всегда думаем, это что-то из предков придет к нам. Когда мы хотим поднимать наши силы семьи, да, мы думаем, какие-то надо обряды делать, и чтобы внешние какие-то влияния нам не пришлось. На самом деле всего начинается из внутри семьи. В самом себе, это из внутри. Будто это хорошо объяснил. Очень хорошо объяснил. Если мы, вот как раз очень хорошо сказал Санжилам, да, что у вас есть такая-то программа защищать калмыцкий язык, да, беречь калмыцкий язык, калмыцкую культуру, это очень важно. Вы должны понимать, если вы потеряете калмыцкую культуру, вы потеряете не только культуру, вы потеряете всего. А потом вы будете другие люди, не калмыцкие. А потом будет просто название калмыцкие, да, но вы не калмыцкие. Каждый народ есть своя культура, свой язык, да, их надо беречь, это очень важно. Допустим, да, вот ланкийская культура, ланкийская буддийская культура защищает учение. В этой среде, буддийской среды, буддийской культуры безопасно учение. Человеку легче практиковать учение. Без буддийской культуры просто практиковать учение это не так легко, либо невозможно. Понимаете, да? Вот иногда Будда дал пример, да, вот если есть дерево, самая важная часть дерева это есть внутренняя, да, вот этот твердый часть, сунт, да? Сердцевина. Сердцевина. Вот это твердый часть. Но его не будет, если нету кора,
дерева. Да? И остальные часть очень нужна. Если их нет, вот внутренне вот этого нужная часть ее не будет. Поэтому, когда мы говорим буддийская философия, да, это пустота, это непостоянство, это просветление, да, это 4 благородные истины, это медитация, это очень важно. Но его защищает буддийская культура. Если у вас дома нет гармонии, а как вы можете практиковать? Поэтому вы должны его создать. Нельзя сказать, это у меня нет дома. Вы если создаете семью, вы должны это создать. Поэтому очень важна буддийская культура. Оцените вашу культуру, оцените ваш язык. Есть некоторые понятия, да? Вот, на сингалском мне сказать легко, на кальвийском сказать легко, на русском сказать тяжело. Допустим, да, вот я часто говорю, вот у нас есть туня, на кальвийском есть буй, а на русском есть сослуги. Но когда мы говорим сослуги, его не так понятно. Когда мы говорим, он сослушный человек, да, у него есть сослуги, на самом деле это не то понимание буин. Понимаете, о чем я говорю? Потому что, чтобы совершить вот пунья, нам нужно совершить какие-то благие дела. Когда мы благие дела совершаем, в уме появляются какие-то ощущения. В уме появляется какая-то чистота. Вот это вот и называется пуньем. Да, это на самом деле, это и есть буй. Да, да. Найти какое-то слово на русском, это очень сложно. Поэтому вы защищаете свой язык. Это очень важно. На самом деле, вот сегодня лекция, это была сила семьи и родов. Да? Вот, если сказать о родах, что сказать? Могу вспоминать, вот наши предки нам дали, оставали наши учения Будды. Это и наши наследие, наследие, которое мы получили от предков. Мы должны это понимать. Вот. Это и есть самые драгоценные, что мы получили от них. Если мы хотим их благодарить, мы должны защищать его. Мы должны защищать его. Вот в самом начале лекции я прочитал одна дата. Пригласил божества. Божествам пригласил. Саманта Чакавалису Атха Гачанту Девата. Так я пригласил божества, чтобы послушать эти лекции. Если сюда пришли послушать божества, здесь должно быть ваши предки, которые практиковали, которые жили правильно или переродились в божественном мире. Если мы хотим их помощь, чтобы они защищали вас, да, мы должны защищать кальмийский язык, кальмийскую культуру. Это ваша обязанность. Это ваша обязанность. Поэтому на самом деле я очень рад, что вот, вы так собираетесь, да, особенно я Гену и знаю очень давно. Да? Это уже, наверное, где-то больше 10 лет они этим занимаются. Поэтому берегите вашу культуру, защищайте вашу культуру. Это и защищает учение Будды. Учение Будды защищает нас, и чтобы мы не попали в ад. Поэтому, на самом деле,
Очень рад с вами здесь поговорить, вам дать учение и желаю вам все эти заслуги, чтобы вам помогли, все и страну помогли, да, и пусть эти все заслуги помогут вам освободиться от всех страданий. Всего доброго. Давайте мы традиционно совершаем лекцию. Когда мы даем учение, после учения, понятные дела, слушание Даммы и так все даяние Даммы оба будет. Да? И мы можем эти заслуги, да, передать божествам. Если видят нас божества, может быть, наши предки, наши родственники сансары, может быть, местные божества, которые защищают это место, пусть они тоже радуются с нами, пусть им тоже помогут эти заслуги. Акасатха чабуматха адева нага махиддика пуньянтං анумодитва ачиран ракханту лока сасанං. Акасатха чабуматха адева нага махиддика пуньянтං анумодитва ачиран ракханту десанං. Акасатха чабуматха адева нага махиддика пуньянтං анумодитва ачиран ракханту мам паранти. А так все давайте мы передадим наши заслуги мертвым близким людям, родственниками естественно, которые мы можем воспоминать. А так все наши сансарные родственники, сансаре у нас были много, мамы, папы, дети, а так все другие родственники, пусть они тоже радуются с нами, пусть им тоже помогут эти заслуги освободиться от всех страданий. Идамми атилан хуту сукита унту нятаю. Идамми атилан хуту сукита унту нятаю. Идамми атилан хуту сукита унту нятаю. А так все давайте вместе желаю благое пожелание, пусть эти заслуги нам помогут встретиться благими друзьями сансари, не встретиться глупцами, пусть эти заслуги нам помогут освободиться от всех страданий. Идам имена пуньякаммена мами бала самагаму сатан самагаму хуту ява ниббана паття. Идамми пуньякамман асаваккяван хуту сабба дукха памуччату. А также вам всем желаю счастья, долголетия, здоровья, чтобы вас всегда окружали благие друзья, хорошие друзья, чтобы у вас хорошая практика развивалась. Пусть эти все заслуги вам помогут освободиться от всех страданий. Саббитио виваджанто сабброго винасато мате баватантарайо суке дигайо ко бхава суке дигайо. Ne posi capita. Сопи. Семейной жизни мужчина и женщина распределяется заработок, кто должен работать в семье, и сколько получать, кто должен носить, и диджей. Знаете, вот как я думаю, вот во время Будды на самом деле работал только мужчина, да? А сейчас женщины и мужчины, они все работают. Но в первую очередь они оба должны понимать, что вы уже семья. Да, уже семья. Поэтому эти деньги
не принадлежит, да, допустим, это деньги мужа, это не деньги жена, это деньги семьи. Поэтому, как мне кажется, да, вы должны сами думать, вот какие нужды бывают дома, куда мы эти деньги тратим. Допустим, да, вот как я вам и сказал, надо потратить деньги для